Добрый день, дорогие читатели библиотеки номер 21. Мы рады приветствовать вас в рамках проекта «Рулим по России». И в этом ролике вы узнаете про удивительную республику Коми. А начнем мы с государственных символов нашего субъекта. Герб представляет собой изображение золотой хищной птицы на красном щите. На груди птицы лик женщины в обрамлении 6 лосиных голов. Композиция птицы «Человек-лось» отражает мифологию народа Коми. Птица – образ солнца, власти. Лик женщины соответствует образу Зарни-Ань, золотой бабы, жизнедарующей матери мира. Образ лося связан с идеей силы, благородства и красоты. Цветовое решение флага отражает географические особенности и богатство нашего региона. Синий цвет символизирует небесное начало, величие и бескрайность северных просторов. Зеленая полоса – символ надежды и изобилия, является обозначением необъятных таежных просторов Коми-Пармы, леса. Белая полоса, воплотившая белизну и чистоту снега, простоту и суровую красоту северной природы, означает принадлежность территории Республики Коми к северу, а также единство проживающих в Республике Коми народов. А знаете, люди, где есть село с названием из 2 букв, первое «ы»? Да у нас, в России, в Республике Коми, село Ыб. Язык Коми все делает особенным. Взять хоть столицу республики Сыктывкар, и не догадаешься, что это перевод русского Усть-Сысольск. Хвойные леса занимают 3/4 огромной земли Коми, или по-местному Коми-Му. Здесь делают половину всей бумаги страны. Под Воркутой добывают уголь, а в районе Ухты самое крупное в России месторождение титана. А вот недалеко от реки Печора, на вершине плато Мать-Пупунер, стоят 7 каменных стражей высотой по 40 метров. Это одно из чудес России. О как! Чудеса разные, а страна одна. Привет, меня зовут Влад. Это моя семья. Это мой двор. Это мои друзья. Это моя школа. Кстати, гимназия, в которой я учусь, носит имя Александра Сергеевича Пушкина и находится в самом старом кирпичном здании нашего города. Это целая история, но не единственная. В нашем городе есть на что посмотреть. Рулим по Сыктывкару. В Сыктывкаре живут почти 250 тысяч человек, и это самый большой город Республики Коми. Люди у нас разные, и говорят они на многих языках, но больше всего на русском и коми. Это одна из букв Коми-алфавита. Буква «э». Необычная, правда? А напротив здание драматического театра, в который мы любим ходить всей семьей. И самое высокое здание в городе, с которого открывается замечательный вид. У нас есть еще один необычный памятник – рублю. Естественно, возле Национального банка. А где же еще? Он установлен в сквере центральной площади города. Это место для прогулок всей семьей. А еще здесь собираются такие же, как я, любители порулить. Если мы спустимся всего на 2 квартала, то окажемся в самом большом парке города – Кировском. Сможем, как всегда,
покататься, подышать свежим воздухом и пройтись по набережной реки Сысола. А вы знали, что Республика Коми борется за право называться родиной пельменей? Пельнянь с коми-языка переводится как «хлебное ухо». Есть в Сыктывкаре и необычная кухня. Например, шанги из ржаной муки с северными ягодами. Вкусные. Мы с братом любим есть не только пельмени и шанги, но и пиццу. Мы стоим у самой первой пиццерии – Додо Пицца. Сеть из 600 пиццерий, которую придумал и создал наш земляк Федор Овчинников. Мы в Сыктывкаре умеем гордиться своими земляками. Это Петерим Сорокин. Он родился и учился в республике, а потом стал одним из основателей современной социологии. И хотя я не знаю, что это, Петерима Сорокина знает весь мир. Наш университет носит его имя. А еще у нас большой Свято-Стефановский собор и много маленьких церквей. Есть памятник электромонтеру и скульптура коровы и многое другое, на что можно посмотреть. Приезжайте к нам в гости, все сами и увидите. На территории Республики Коми располагаются 239 особо охраняемых природных территорий, что составляет 13% от общей площади региона. В ролике мы расскажем о самых крупных – о Печора-Илырском заповеднике и Национальном парке Юга-2. Национальный парк Юга-2 был создан 23 апреля 1994 года. Это самая крупная, особо охраняемая территория России, самый обширный в Европе массив первичных северных лесов и один из самых значительных природных резерваторов в мире. Его площадь почти 2 миллиона гектаров. Уникальная экологическая система почти избежала влияния цивилизации. Парк расположен на границе Европы и Азии, на западных склонах приполярного и Северного Урала. На его территории находятся самые высокие вершины Урала, в том числе гора Народа, Народная, высотой 1896 метров, а также гора Монорага, Колокольня, Карпинского, Неройка и другие. Невозможно описать всю мощь, красоту и разнообразие тех бескрайних просторов. Это редкое собрание не только чудес природы, но и памятников истории, культуры, геологии, представителей животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красные книги. В 1995 году Национальный парк Юга-2 вместе с прилегающим к нему на юге Печора-Илырским заповедником были включены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса Коми». Именно на территории Печора-Илырского заповедника находится одно из 7 чудес России – плато Мань-Пупунёр. 7 исполинских камней в форме столбов высотой от 30 до 42 метров украшают невысокое Уральское плоскогорье, называемое плато Мань-Пупунёр. Это название переводится с языка малочисленного народа Манси, как «малая гора идолов». Один столб стоит несколько в стороне от других, 6 других выстроились в ряд у края обрыва, а вокруг, как бы опоясывая их, находятся гряды камней и валунов. Их очертания причудливы, если смотреть на них с разных сторон и при разном освещении, можно увидеть людей, животных, некие предметы. Иногда каменные великаны издают гулкие звуки, будто беседуют между собой. У этого чуда есть объяснение. На самом деле это столбы выветривания, останцы, образовавшиеся естественным путем. Около 200 миллионов лет назад на месте плато располагались огромные горы, состоявшие в основном из слабых пород, которые стачивались ветрами, дождями, снегами, морозами, а ветер и вода спускали обломки все ниже и ниже.
Но не только каменными великанами знаменит Печора-Илочский заповедник, но и первой в мире опытной лосиной фермой, которая была организована в 1949 году и действует до сих пор. Лосиная ферма на Печоре была создана для того, чтобы проверить опытным путем возможность создания из лося нового вида домашнего животного специально для таежной зоны. Эта задача была выполнена еще в 60-х годах прошлого века. По результатам работ было показано, что лось может быть домашним животным и очень полезен именно в таежной зоне. Однако актуальность широкомасштабного одомашнивания лосей отпала примерно к середине 90-х, когда в нашей стране и во всем мире стала преобладать тенденция сохранения животных в их естественной среде. Лосей, содержащихся на ферме, можно использовать в хозяйственных целях, так как они являются одомашненными. В то же время у них сохранились все элементы поведения, свойственные животным в природе, поэтому посетители лосефермы могут наблюдать за ними, как за дикими лосями. Ночное северное небо, и вдруг каскад света, будто из самых глубин космоса, мерцающие цветные ленты, за которыми виднеются звезды, чаще всего сине-зеленые, иногда с красным и розовым. Это зрелище бывает разной яркости и продолжается несколько минут, часов, а то и суток. При этом оно меняет свою форму и местоположение. Полярное или северное сияние способно потрясти и современного человека, а в былые времена оно и подавно будило людскую фантазию, превращаясь в легендах, то в фонари духов, то в огни северных шаманов. Фейерверк устраивает солнце, иногда на нем происходят мощные вспышки, а магнитное поле Земли направляет солнечный ветер в сторону магнитных полюсов на севере и юге, которые, как известно, не совпадают с географическими, но находятся севернее полярного круга. Заряженные энергией частицы на бешеной скорости сталкиваются с атомами атмосферных газов, и их энергия преобразуется в свет. Про наш родной коми-язык расскажет преподавательница коми-языка Лысенко Ольга Михайловна. Виджа Оланет. Здравствуйте! Сегодня я хочу познакомить вас с коми-языком. Для начала рассмотрим значение этнонима коми. У ученых есть 3 варианта происхождения этого слова. Первый. Это самоназвание связано исторически с названием прародины коми – Ком-Му, родная земля. Коми образовалась от названия некогда существовавшего племени Ком, Хариус, и было тотемом этого племени. Второй вариант. Коми произошло от названия реки Камы. Коми-Морт, камский человек, житель бассейна Камы. Третий вариант. Ком – слово очень древнее и обозначает человек, представитель своего рода. В современных финно-угорских языках есть параллели. Мансийское – кум – человек, венгерское – хим – человек, удмуртское – выжи-кум – представитель своего рода. В слове коми нужно выделять основу ком и такой же древний суффикс «и». Коні муин, чужим ведмін, чужан муин, челядь битим, век натами, олам вила, ним коть пирич комієнчила. Юрге самі комі щіланки в'яз, чорні тени комієн, зом'яз даний в'яз, а чим коні редбаш комі язик стир, комі чужанки віопир. Комі муин, милий аньяс, міча, сарапан яс, чужан муин, міча бур, шуам вилаки педемен юр. Юр
сюжетами комічі ланки в'яз, чорні тени комієм зов'язданий в'яз, а чим комі редваш комі є застир, комі чужанки віопир. Крае, мы родились в этом крае, вся наша жизнь. Век живем и будем жить, век по коме будем говорить. Наша песня коми, песня лейся, над родной республикой коми взвейся, облети все села и города, чтобы по коме говорили всегда. Наша песня коми, песня лейся, над родной республикой коми взвейся, облети все села и города, чтобы по коме говорили всегда. Азбука по коме Анбур. В ней 35 букв плюс 3 африкаты. Гласный заднеязычный Этой букве в Сыктывкаре стоит памятник. Произнести просто. Открыть рот для звука О, но произнести звук Получится И с точкой. Произносится как обычное И. На письме стоит только после согласных и обозначают, что они произносятся твердо. Африкаты. Мягкая звонкая дж, твердая звонкая дж, твердая глухая ч. Может стоять в начале слова. Ударение в коми-языке падает на первый слог. В коми-языке много односложных слов, состоящих из 1-2 букв. Много сложных слов, которые пишутся слитно либо через дефис. Многие сочетания слов выражают единое понятие, имеют одно лексическое значение. Коми – агглютинативный язык, то есть слова образуются и изменяются с помощью присоединения суффиксов к неизменяемой основе. Для связи слов предложения употребляются после логи в функции предлогов. В коми-языке 16 падежей. Нет грамматической категории рода. Глагол имеет особое прошедшее время, обозначающее завершенное, неочевидное действие. В коми-языке 10 красивых диалектов. Общепринятым литературным является присыктывкарский диалект. Комикыв метеда. Ыджиторос шуна. Тедаме исия озе сыр науна. Да якыв мел дом. Небыт, нича, гора. Вуне дас ен мыжа сходерсы ен кора. Та ему сакылан чой бок чорнитен. Та якылан менем аймам бурщиен. Та якыв ме кывлы аслам люлюдынен. Сые менам вунас сэмын джебанынен. Та якывлы шмичсе щеламан ме кылы. И ме медвуч сыры, нежьи кощылы. Та якывлын мукат город же кощилас. Що кищур спейсеки, уна буртор кылас.
хочу закончить короткий рассказ о коми-языке коми-пословицей. Кырлен коле щурыс, мортлен нимыс. От оленя остаются рога, а от человека имя. Атте Виджадамыш. Спасибо за внимание. Про свою малую родину расскажет председатель Русь-Печорская Усть-Целемского землячества в Москве Вокуева Татьяна Дмитриевна. Добрый день, уважаемые зрители! Я сегодня вас хочу пригласить на свою малую родину, в село Усть-Цильма, которое находится на территории Республики Коми. Село расположено на последнем повороте реки Печора, в 100 километрах от Полярного круга. До 1929 года село входило в состав Архангельской губернии. Основано село на основании документа в 1542 году. Ивашке Дмитриеву Ластке, сыну Новгородцеву, была пожалована жалованная грамота Иваном Грозным на освоение этих земель, слободу копить и людей созывать для того, чтобы укреплять границы российского государства. И 16 человек поселились на берегах Печоры, и как уж они выживали и строили село, сейчас история умалчивает, но до ближайшего населенного пункта было 500 верст. Это город Пустозерск. Два важных события мне хотелось бы сегодня вам представить в истории Усть-Цильмы, и не только истории Усть-Цильмы, но и всей России. За 50 лет до основания села в 1491 году Иван III направил в Печорские края экспедицию для того, чтобы нашли медную или серебряную руду. И буквально через 7 месяцев экспедиция вернулась и сообщила, что нашли и медную, и серебряную руду. И с тех пор этот год, 1491, является началом горно-рудного дела России. И из Цилимской руды была отлита первая монета. И там же был построен медиплавильный завод. Но руда была труднодоступна. Следующая страница. 11 июля 1911 года на территории Усть-Цильмы была открыта первая опытная сельскохозяйственная станция. Это первое общероссийское научное учреждение всероссийского значения, которое было открыто на севере. И открывал ее Андрей Владимирович Журавский, который был награжден медалью Пржевальского. Живу на севере, в такой глуши, где старина еще имеет силу. И с тех пор почти 500 лет хранят Усть-Цилема новгородские традиции и костюмы. Сегодня еще можно послушать былины, послушать говорю старорусскую и нарядиться в парчевые да репсовые сарафаны. И сохранились в Усть-Цильме живые хороводные гуляния. Получил я от любезное письмо, получил я от любезное письмо, да вот такое письмо нерадостное, вот такое письмо нерадостное, да шой по черною печаточкою, шой по черною печаточкою, да распечатал сам головкой покачал, распечатал сам головкой покачал. День равноапостольных Петра и Павла. Усть-Цилимская горка носит название. Это хороводный праздник, состоящий из 6 фигур и завершающий и танцами под гармошку и баян.
И со всей, не только со всей России, но и из-за рубежа приезжают посмотреть живые традиции древнерусские. И Петровщина, он тоже проходит в преддверии равноапостольных Петра и Павла. На 11 июля в ночь на 12 собираются у Сцелема на берег реки Печоры, чтобы варить кашу и поминать своих ушедших предков. Из своих знаменитых земляков мне очень хочется упомянуть Олега Акимовича Чупрова. Это поэт, автор гимна села Устцельма и автор слов гимна города Санкт-Петербурга. Сегодня нам хочется еще представить одно из древних традиций прядения на ручной прялке. Его представит Семяшкина Анна Григорьевна и песню из хороводного гуляния «Устцелемская горка» из-за лесу темного, которую исполняет Алексей Некрасов, ученик 7 класса. Здесь мы хотим представить, что наши дети и внуки, проживающие в Москве, бережно хранят традиции Устцельмы. Всего доброго! Из лесу то ли, ой, далее лесу тё, ой, да темного. Из-за садичика, ой, саду было зелё, ой, зеленого. Сподимелась эту, ой, да туе тучатё, ой, да темная. Шоль вторые туча, ой, да не способ. Издревле в Устцельме пряли овечью шерсть вручную. Для этого нам нужна была прялка. Прежде чем привязать к уделю, шерсть, состриженную с овец, надо помыть, если она сильно грязная. Но желательно не мыть, если она позволяет, потому что вот этот жир, который находится на шерсти, он помогает лучше связывать нитку. Тогда нитка придется красиво, ровненько, и она меньше обрывается. Прежде чем сделать куделю, нам нужно шерсть расчесать. Кладем шерсть на черепахи и хорошо расчесываем. Расчесанную шерсть мы складываем в куделю, сворачиваем ее рулетиком и кладем в куделю. Здесь у нас уже шерсть есть, вот показываем, вот и тут. И начинаем прясть. Ниточку привязываем к веретену и начинаем крутить. Веретено крутится, ниточку направляем из кудели. Вот когда мы уже на веретено накрутили нитку, когда ее достаточно, тогда мы из двух веретен скем в одну нитку, две в одну. Покажу. И скручиваем две нитки в одну. Скем. Так, показываю, вот так.
Это называется скать у нас, то есть перекручивать или скручивать вместе. Получается у нас вот такой клубок. Все это в клубке. Получается прочная, шерстяная, крепкая нить, из которой можно вязать носки, варежки и любые вещи. Мы живем здесь, в самом сердце республики, на берегу таежной реки Ухта. И наша любовь отдана этому городу, его улицам и паркам, школам и заводам, его талантливым и трудолюбивым жителям. Это город нашей судьбы, где мы делали первые шаги, влюблялись, где похоронены наши предки, где растут и становятся взрослыми наши дети. Город, рожденный северной нефтью, известный россиянам еще со времен Ивана Грозного, стал инициатором появления на картах Европейского Севера целого ряда населенных пунктов и месторождений полезных ископаемых. Ухтинские геологи и инженеры начали разработку воркутинских и интинских углей, усинской нефти и вуктыльского газа, бокситов Тимана. Тебук, Нижний Одесс, Сосногорск, Вуктыл и Усинск своим рождением и развитием обязаны Ухте. Жемчужина севера. Так с гордостью горожане называют Ухту. За более чем 200-летнюю историю Ухта прошла путь от безымянных рабочих казарм первопроходцев до города со 120-тысячным населением, развитой инфраструктурой, проектными и научно-исследовательскими институтами, уникальными предприятиями нефтяной и газовой промышленности, машиностроения, геологии, крупнейшим на северо-западе России техническим университетом. Наш город вместе со всей страной пережил взлеты индустриализации, трагедии войны и сталинских репрессий, перегибы перестройки и шоковую экономику. Но, тем не менее, что самое главное, сохранил свой интеллектуальный и технический потенциал, о чем наглядно говорят достижения ухтинских предприятий. Не случайно Ухту называют промышленной столицей республики. Свою производственную деятельность здесь ведут 275 крупных и средних предприятий. Ухта является старейшим нефтегазодобывающим районом, что в настоящий момент является определяющим фактором муниципальной и республиканской экономики. Уникальное Ярикское нефтетитановое месторождение концентрирует почти половину балансовых запасов титана России. В бассейне реки Ухты находятся залежи осадочных бокситовых руд. Здесь сосредоточено все региональное производство строительного кирпича, топочного мазута, вакуумного газоиля. Почти весь автомобильный бензин и дизельное топливо Коми вырабатывается в Ухте. Мы рады сотрудничеству с каждым, кто любит Ухту и кому предстоит ее полюбить. Мы не боимся высоких слов, признаваясь в любви родному городу, обещая сделать его еще более уютным, процветающим, духовно богатым, лучшим северным городом. Сохраняя все, что создано руками наших предшественников, работая, шагая в ногу с современной цивилизацией, мы уверенно смотрим в будущее. Добро пожаловать в наш город. Город, который удивит вас своей молодостью, жизнерадостностью и северной, неповторимой природой. Мы верим, что широкое привлечение идей, капитала позволит стать красивее, богаче нашему городу, каждому из нас.
поднималось солнце на заре. Блестки на березках осыпались, травы уплетались в серебре. Под лучами утреннего солнца крошечные капельки росы заблистали, будто огонечки утренней цветущей красоты. Куда б ни вели меня стежки, дорожки, куда б ни забросила злая судьба, но знаю, что встретишь всегда у порожка. Бескрайняя родина, кроме земля. На таковище расцвела суровая земля, стала на душе светлее и чище. Здравствуй, север, родина моя, и будут воевать опять морозы. Белым-белым все заметет пурга, но нет для сердца моего дороже, чем Коми край, родная сторона. Куда б ни вели меня стежки, дорожки, куда б ни забросила злая судьба, но знаю, что встретишь всегда у порожка. Бескрайняя родина, Коми земля.